Стартовали? Запись нажали. Всем доброго дня суток. Мы в прямом эфире из студии ТНВ. И сегодня у нас в гостях, не побоюсь этого слова, легенда татарстанского хоккея Зинтула Хайдарович Белединов. Если кто-то случайно не в курсе, 4 из 5 чемпионств казанский клуб добыл именно с этим человеком на тренерским мостиком. Здравствуйте, Зинтула Хайдарович, спасибо, что пришли к нам в гости. Наделали вы шума, конечно, со своим уходом из Акбарса. Мы тут подсчитали, 20 лет у вас не было не то что отпуска полноценного, но и даже серьезных каких-то выходных. Вот. А до этого была еще и игровая карьера, и все это время без перерыва. Как вообще? Вот сейчас, наверное, вообще не всегда себя чувствуете без работы. Вот как раз я и решил сделать паузу, которая позволила мне отдохнуть. И, значит, ну, есть периоды, когда человек должен просто осознать, что вообще происходит. Я в своей работе хочу просто сделать паузу для того, чтобы немножко вздохнуть. Ну, возможно, может быть, что-то изменить в своем понимании. Я в хоккее, и мне эта пауза просто необходима. Поэтому оно решение было, я понимаю, что непростым. И сейчас другая жизнь идет. Вот у меня хоккейная была жизнь, а сейчас бытовая жизнь. Она, конечно, непростая, это жизнь, к которой я, в общем-то, не очень привык, и сейчас надо все эти бытовые вопросы, к ним надо привыкать. Ну, посмотрим. Но в целом я считаю, что бывают периоды, когда тренер должен делать паузу. Скажите, вам вот работа не снится? Бывает такое, что вы просыпаетесь утром резко? Нет, похоже, я наработался так, что не снится мне ничего. Нет, мне сейчас я просто даже умышленно отошел от всего. Вот, хочу просто вздохнуть, чтобы, я еще раз повторюсь, чтобы, возможно, что-то будет новое у меня, какие-то идеи, может быть, новые. Вот, ну, во всяком случае, сейчас, на этот период я хочу просто уйти немножко в хоккей. Семья, наверное, счастлива, что вы больше Все довольны, все рады. Не только семья, но и, наверное, те, которые не хотели, чтобы я работал. Я очень доволен, я очень рад. Я провожу свое свободное время, так и я хочу его провести. Мне нравится сейчас, что я в семье. Недавно я буквально сейчас приехал, был на своей, можно сказать, родине, где были мои родители, родились бабушка, дедушка. Мне очень было приятно встретиться там с людьми, болельщиками, которые болели за Акбарс, и они мне говорили, что они благодаря мне болели за эту команду, за нашу команду. Вот, поэтому очень хорошие встречи были, хорошие разговоры, они были, в общем-то, такие свободные, и мне это было приятно, конечно. То есть вот это в какой-то степени общественная работа, она мне тоже очень нравится. Вот. И если она приносить какую-то пользу именно в этих общениях и встречах, я буду очень рад. По каким делам в Казань приехали? Есть ли среди них хоккей? Дурака бывает. Ну, собственно, так, я все равно, меня тянет сюда. Я на протяжении 15 лет работал здесь, и для меня Казань это, в общем-то, мой дом. И так просто расстаться и очень сложно, поэтому даже я был дома, допустим, с семьей, но думал о Казани. И мне нравится очень здесь, и я получаю огромное удовольствие от того, что я нахожусь в этом городе, я встречаю людей, они с благодарностью ко мне относятся, благодарят. И да просто мы общаемся, некоторые вспоминают наши победы. Я стараюсь поддержать этот разговор, потому что эта встреча еще раз приятна. Поэтому все то, что необходимо для души, для хорошего настроения, для удовольствия, я здесь не получаю. И есть возможность, я заехал, пообщался, пойду дальше.
Интересный момент получается. Ваш внук сколько рос, когда был маленький. У вас не было времени, что работаете. Появился отдых, а теперь он все работает. Вы Да. успели встретиться? Мало провели времени, у меня работа на самом деле, и по тому графику, по которому сейчас он играет, тренируется. Вот, мы с ним говорили, я говорю, ну, ты профессионал, это твоя работа, поэтому его практически 1,5 месяца, по-моему, дома не было вообще. Потом в олимпийскую сборную, потом был набор в ЦСКА, сейчас опять ЦСКА, потом сейчас поедет в молодежную сборную. Вот. Это нормально, это нормальный этап для молодого парня. Вот. И я считаю, что он любит хоккей, ему нравится, он получает от этого удовольствие. Все идет как надо. Вы довольно резко пропали как позитивное пространство. Меня удивляет, как в Москве не было желающих взять интервью, когда мы с вами достаточно легко говорите. Ну, я, в принципе, после всего того, что произошло, я просто уехал отдыхать. Вот. Я долгое время не был в Москве, потом когда приехал. Ну, и я не так часто беру незнакомые звонки, и те, которые люди звонят. Если я не знаю, то я очень редко подхожу к телефону. Вот. Ну, сейчас хоккей начнется, и я думаю, что встречи будут. Вы знаете, мы тут сделали вывод, что вы от нас что-то скрываете. И что же я скрываю? Смотрите, мы все телекомпании покопались в архивах. Смотрите, какая история. Я попрошу видеооператора тоже снять. Какая интересная история. 2008 год, 2012 год, 2014 год. В общем, видите, да? Да. Это что такое? Как это возможно? Вы, может быть, разные люди на Да, вы одну фотографию крутите ее, то есть... Я ждал этого возражения. Да. Смотрите. Тоже Да. разные кубки. Изменения небольшие. Вы можете сказать, что здесь волосы, но кто мешал вам, чтобы скрыть правду, носить фейк? Ой, есть секретов больших нету. Это, наверное, скорее всего, я считаю, что каждый тренер должен быть в хорошей форме и следить за собой, поэтому у меня есть свое определенное, ну, так скажем, не подготовка, но во всяком случае я стараюсь за собой следить и быть в хорошей форме. Вот. Особых секретов нет. Кашка с утра. Целый день спишь, ничего не делаешь, потом опять спишь, ну и приходишь к такому результату. При этом на пресс-конференции казанские журналисты привыкли видеть вас вот так. Это кто-то меня, видимо, какой-то серьезный вопрос задал. Да. Будете скучать по казанской пресс-конференции? Да, и, в общем-то, я скажу, что не всегда, конечно, нравится тренерам то, что задают какие-то острые вопросы, они порой бывают несправедливые и, я считаю, не совсем корректные. Вот. Но мы должны отвечать на эти вопросы, и как бы было неприятно. Конечно, в моем понимании, вот, когда идет пресс-конференция, журналисты должны задавать вопросы больше об игре, какие ситуации, там, о забитых шайбах, о пропущенных шайбах, там, о каких-то ситуациях острых в игре. Они спрашивают, там, я же вот, когда идет пресс-конференция или какие-то встречи, я это чувствую же, кто позитивно относится, кто пытается там, пытается уколоть, ну, в принципе, это... Поэтому всегда, когда человек задает хороший вопрос, с ним хочется общаться. Ну, тот, который пытается там тебя поддеть или еще что-то, конечно, с ними хочется разговаривать. Ну, то есть это нормальное явление, по-моему, мне кажется, каждому человеку. Поэтому я стараюсь сдерживаться, но иногда бывает, что вот такая ситуация происходит.
Об обстоятельствах вашего ухода мы поговорим позже, уже в закрытой части, да, но хотелось бы узнать, я вам скажу такую деталь, потому что сейчас нас смотрят болельщики Акбарса, и в группах хоккейных ВКонтакте, в Аскале, и где я болею за Акбарс, готовили вопросы. И самый популярный вопрос: вы вернетесь в Акбарс? Не могу не задать. Я сейчас, я думаю, нет смысла сейчас об этом говорить и отвечать на этот вопрос. Я опять же с уважением отношусь к этому вопросу, но раз уж я вот решил на сегодняшний день взять паузу, я не знаю, как она будет длиться, откровенно вам говорю, будет ли она долгая, или я уже окончательно решил, что мне не надо. Я пока не могу сказать. Для себя я еще говорю, я определил, что мне вот сейчас надо просто отдохнуть, просто пожить такой жизнью нормальной, не хоккейной, а вот обычной жизнью. Ну а дальше будет видно. Поэтому я хочу поблагодарить, у меня вот есть такая возможность, да, поблагодарить тебя, всех болельщиков, те, которые болели за нас, за меня, мне помогали, сказать огромное спасибо вам. Я старался всегда быть искренне с вами, старался работать добросовестно, для того, чтобы вы это видели и чтобы вы получали удовольствие от того, что Акбарс именно такая команда. На сегодняшний день считаю, что это один из самых сильных клубов, и это, конечно, большая работа, не одного года. И то, что сейчас есть, это заслуга многих людей, многих игроков, тех, которые были рядом с командой, клуба, то есть те, которые принимали участие. Ну и, конечно, болельщики, которые были с нами всегда рядом, потому что это всегда единое. Поэтому большое спасибо. Ну, опять же, все болельщики интересуются, и мне интересно. Об этом, опять же, поговорим еще позже, да, но, если честно, вас уже звали туда? Давайте без сейчас не будем говорить на эту тему. Я уже, по-моему, ответил на похожий вопрос. Если вы спрашиваете, чем я занимаюсь, я могу сказать, отдыхаю. Да, все понятно. Вы подполковник КГБ, правильно? Полковник. Полковник даже. ФСБ. У нас есть сомнения. Я был разведчиком, да? Да, вот простите домыслы, вы все-таки дослужились до полковника ФСБ или КГБ, работая, занимаясь хоккеем, или все-таки были разведчиком? Больно у вас уж манера публичная такая, оттянутая, закрытая, строгая. Пусть каждый думает по-своему. Может, вы параллельно еще там служите Отечеству в каком-то качестве, или только хоккей? Нет, я вот, откровенно говоря, я всегда к этому относился очень серьезно и с уважением. Для меня те звания, которые были присвоены, значит, первое, которое звание было, это было после института, я получил звание. Затем я, очередные, потому что у нас было такое подразделение спортивное, которое давало возможность ребятам, которые играют, откровенно говоря, так служить мы не служили по-настоящему, как настоящие офицеры, но во всяком случае какие-то курсы были, какие-то занятия были у нас. Но это давало ребятам и после окончания спортивной карьеры дала возможность продолжать свою работу в армии. То есть в рядах уровня советской армии, там, погранвойсках. Поэтому те, которые захотели, они после окончания пошли работать, и я знаю, насколько они очень достойно работали и получили звание тоже серьезные, полковники есть. Это Миша Титов, Мачуров Игорь, они достигли таких вершин. Поэтому этот вопрос он для меня был, в общем-то, интересен. И я еще повторюсь, конечно, я занимался хоккеем больше, любил это дело, но погранвойска, которые мы больше относились к погранвойскам, они дали мне очень много. Можно перестроиться, когда ты звезда хоккея, игрок, и стать действительно не просто тренером, а востребованным, именитым, серьезным результатом. Как
сами себя оценивают? Я считаю, что это должно быть внутри. То есть это должны быть такие позывы, которые дают толчок определенный для работы тренером. Это не просто так ты захотел. Я не думаю, что это так. Возможно, это случается. Вот. В моем случае немножко по-иному было. У меня желание было работать изначально, когда я еще играл. Я как-то смотрел тренировки, оценивал тренировки. То есть я строил какие-то планы. И поэтому для меня не было ничего нового и, допустим, сложно в плане того, чтобы решать, что мне дальше делать. У меня решение было, и поэтому работа тренером, она мне всегда нравилась, и я поэтому ушел. Вот. Ну, а что касается достижений, ну, это, конечно, и вы знаете, вот, и только честный труд. Да. Ну, поэтому все это сохраняется. Там еще приставка была. Ну, это эмоционально. Кто знает, Эмоционально. Да, правильно. Да. Так, как я уже говорил, мы приготовили болельщики вопросы. Там среди есть как острые, так и не острые. Острые мы узнаем не в прямом эфире. Но вот один из вопросов, который мы сейчас можем обсудить. Эмиль Харасов спрашивает из группы Аскал. Фанаты, ну знаете, да, естественно, Аскал. Вот, спрашивает, запомнился ли вам какой перформанс болельщиков? Баннеры, кричалки, еще что-то. Вот, откровенно говоря, я стараюсь меньше смотреть на зрителей. Вот, когда я выхожу, я больше сфокусирован на площадке. И многих вещей я могу не замечать или не видеть. Вот. После игры, допустим, на пресс-конференции могут задать вопрос, там, а вот, как вы оцените, планы, там, прочее. Вот. И я так удивляюсь порой. Вот. Поэтому вот какого-то такого конкретного сказать не могу. Вот. И я единственное, опять же, могу поблагодарить людей, которые пытались как-то символически, может быть, вот этот баннер повесить, там, чтобы и я это увидел. Вот, поблагодарить за это. Вот. Но я думаю, что это хорошая акция для всех, не только для меня, а для всех хоккеистов, определенный какой-то эмоциональный стимул, и это приятно. Чемпионский сезон на матче с ЦСКА финальный в Москве. Я просто решил, пока вы отвечали, развить вопрос нашего болельщика Альбарса. Да, там в весенних матчах ЦСКА фанатский сектор Альбарса полностью перекричал. Это я слышал. Я не столько заметил, я столько слышал. Вот. Они молодцы, я скажу, отрабатывали просто очень прилично. И мы играли еще на старом стадионе, там играли, то есть там они глушили всех. Да, то есть в этом плане отдача была очень сильная. Я думаю, что наша победа, как бы, наша благодарность за то, что они нас поддерживали, помогали. Вы по ходу нашего разговора уже много раз обращались к болельщикам. Я все-таки приготовил пару теплых пожеланий, может, потом еще что-то хотите сказать. Максим Нестеров, группа «Я болею за Альбарс». Вы мой кумир, Зинтулах Хайдарович. У меня по сей день наворачиваются слезы, когда осознаю, что теперь вас не увижу в скамейке Альбарса. Хотелось поблагодарить вас, Зинтулах Хайдарович, за все. За вашу честную, трудную работу. За преданность и любовь к Акбарсу. Акбар стал грандом, по большому счету, за счет вас и ваших коллег. Огромное спасибо за первый кубок Гагарина, ведь это навсегда в истории лиги. И извольте задать вопрос. Что вы чуяли и думали и говорили игрокам, когда оставалось 15 секунд в суперматче Акбарс Авангард перед городом Ильи Кулина, помните, да? Ну, как вам ответить на этот вопрос? Кстати, не он первый задает этот вопрос, очень многие задают. Ну, ситуация была сложная. Там она, в общем-то, если бы этого не произошло, значит, мы бы не выиграли. Вот. И поэтому я думаю, что команда все прекрасно понимала и делала все возможное для того, чтобы да, 15 секунд осталось, там времени было мало. И единственное, то, что мы расставили игроков, сказали, что как бы делать. Вот. Они выполнили, и все удачно получилось. Вот. Конечно, большая заслуга для ребят. Поэтому ничего особенного. Ничего особенного. Расставил игроков и сказал вперед. В всех трансляциях было видно буквально перед этим раз довольное лицо Яра, когда вы видели себя следующего. Да, немногие видели.
Рафис Валиулин Аскал, я болею за Барса. Это просто пожелание. Кто бы что ни говорил, вы для нас лучший тренер, пишет он. Спасибо вам за 3 кубка. Удачи и здоровья вам и вашим близким. А самый популярный и частый вопрос, когда вернется Арбат, мы уже отвечаем. Так, вот такие пожелания. Ну что ж, у нас прямой эфир, интервью закончен. Обратите внимание, что позже интернет-издание ТНВ опубликует полную текстовую версию интервью, куда попадут все острые вопросы, касаемые... Попадут же острые вопросы? Возможно, да. Попадут все острые вопросы, которые вы сейчас не слышите, не услышали. А после этого будет доступна видеоверсия интервью на сайте и, я надеюсь, позже на телевидении. Всем болельщикам спасибо, ждите продолжения нашего интервью. Всего доброго.